А что первая строчка? Что там написано в первой строчке? Гялся Шивала. А кто такой Гялсе? Сын всех был. Восхисат. Прям всех сразу? Ну, считается, что Восхисат сын всех был. Я первую строчку написал внизу. С нее мы начнем. Еще можно переводить и так, это, потому что ни в тибетском, ни на санскрите там нет показателя множественного числа, там просто написано джина путра. Джина это победительный, у нас обычно переводит как победоносный. С это уважительное от сына, то есть не сына, а вообще любое дитя. Но скорее сын. Просто в тибетском, если напишешь «се», это будет сын, а если напишешь «семо», это будет уже дочь. И получается «гялсе» и «шива лха». «Шива» — это умиротворенный, «лха» — это божество, это Шантидева. То есть, это из Бодхисаттва-чари аватара, известного еще четверостишего, Далай-лама очень любит. И там в первой строчке «гомна», правильно у нас написано же, да, вы проверили? То есть, и здесь вот «на» какую у нас роль выполняет? Что это такое? Если. А гом? Вот здесь привыкать. Это не медитация. Медитация у нас была бы вот такая вот, смотрите. Вот это вот у нас медитация. То есть говорят еще, если была бы с гом, то была бы медитация. Говорят, что обычно вот так вот медитируя привыкаешь. То есть на самом деле, по большому счету, медитация — это создание благой привычки сосредотачиваться на каком-то объекте. Но вот здесь вот гомна, то есть если мы привыкаем, если привыкаешь. Лава мигерва. Видите, лава это что такое? Легко. Лава мигерва. А герва как переводится здесь? Становиться. Ми это какая у нас частица? Нет, какого времени? Настоящего или будущего. То есть это явно не прошедшее. Гомна лава мигерве. Какой падеж? Родительный. Значит, это у нас к чему-то далее идет. И дальше после лава мигерве мо как переводится? Здесь не действительность, здесь нереальность, здесь что? Факт, но лучше здесь просто перевести как вещь. Вещь, то есть есть какая-то некая мо, это какая-то вещь, нечто существующее. Можно перевести реальность, но звучать будет не очень хорошо. Получается, нет никакой, то есть гомна лавар мигерве моде. Вот эта вот вещь, ханьян. Ханьян как переводится? Какая-либо любая. Ханьян. Йо моим. Что это как переводится? Йо моим. Йо это наличествовать, быть, моим, не являться. То есть йо моим, он хочет сказать, что здесь надо перевести одним словом. Нет никакой вещи, которая что? Не стала бы какой? Легкой, если ты к ней привыкаешь. То есть гомна лавар мигерве модехана йо моим. Это вот то, о чем постоянно говорит Далай-лама, то есть если некоторые очень часто, как он говорит, например, боятся, что если они будут что-то практиковать, и у них это не получится, то есть практикуешь, боятся, что у них не получится правильно практиковать или достичь результата и так далее. И поэтому он говорит, что нет ничего такого, чего мы не могли добиться, и вот здесь вот Шантидева говорит, гомна лавар мигерве модехана йо моим. То есть нет ничего, никакой такой вещи, которая бы не стала легкой, если мы к ней привыкаем, если мы создаем с ней такое крепкое знакомство. Смысл такой. И дальше какие строчки, что там написано? Стираем? Не. В принципе, как вы сами перевели это? Смысл такой же получился? Не совсем, да? А что у вас получилось? Да. А почему набор слов?
Связать трудно, да? Но здесь надо чуть-чуть пытаться. Здесь дело в том, что это еще стихи. Ну, какое-то понимание есть, что... Понятно. Просто это еще стихи, видите, это перевод санскрита, они не всегда могут быть легкими для восприятия. Но постепенно нам надо с этим работать. Мне кажется, если бы это были простые предложения, то я бы... Было бы проще, да. Но зато после этого, знаете, как простые предложения будут выходить. А можно еще открыть этот текст наш? Или можно я вас возьму на секунду, я спешу? Я стираю. Последний-то оставьте. Так я же присылал это все. А вот я-то не знала, что вы присылали-то, между прочим. Я была счастлива, что Сережа, вы не Люда не охвачена, что ли? Охвачена, написал. Да, но я просто не открывала, я просто не знала, что надо вот мы открыть. не сильные. Ага, Мне же надо предупредить, что мне надо открыть. Так, при свидетелях предупреждаю. Надо открыть. В следующий раз тоже На надо. следующий раз уже все, конечно. Кто-то пошел дальше меня. Не открывай, не почту. Это удивительно для меня, простите. Это нормально, у меня есть масса других дел. Не то, что какой-то звонок, ты почту какой-то открой. Да. Так я же и жажду, чтобы мне вот так вот звонили и говорили. Я надеюсь, вы дописали, потому что я сейчас сотру. Давайте сейчас попробуем перевести, потому что первые две нам известны строки перевода, а во вторых двух у нас должна быть какая-то параллель, то есть он говорит, вот что-то должно как-то перекликаться. Вот это вот вы как перевели? Поэтому, вот, деве. Иногда пишут деве на. Вот так вот сюда вставляют еще на. Нам это не нужно здесь, деве. Поэтому, то есть, если мы долго привыкаем к чему-то, то нет никакой такой вещи, которая не стала бы легкой. Например, тибетский язык. Если долго-долго на него ходить и заниматься, то в конце концов он покажется очень легким. И по этой причине что? Непа чум ва, непа чум гомбе. Деве, непа чум гомбе. Непа это что такое? По словам давайте разбирать. Непа что это? Это вот вред обычно переводится, но в данном случае имеется в виду какое-то страдание. Чум это что такое? Малая гом. Привычка гомбе, и здесь вот п у нас указывает здесь вот. Нет, это не вопрос. Гомбе здесь получается, это орудный падеж вот таким вот. Или по причине, здесь может еще указывать п, как я уже говорил, причину иногда. То есть здесь смотрите, по этой причине, то есть поэтому мелпачум гомбе, то есть вот таким вот привыканием к малым страданиям. Дальше что? Мепа повторяется, что это у нас? Страдания, а это что? Большие. Большие, а вот это что? Терпеть, а вот это что? Делать какое-то форма? Поветренное. То есть это наставление от Шантидева. То есть что он говорит? Сперва он объясняет, что нет никакой вещи, которая не стала бы легкой, если мы к ней привыкаем. По этой причине. Да, вот таким вот привыканием к малым страданиям переносили терпи большие страдания. То есть имеется в виду, что можно вынести большие страдания. Можно быть причастным оборотом привести, привыкая к малым страданиям. Можно и так, можно и это. Одного же не бывает перевода, можно перевести всегда разными способами одну и ту же фразу. А вот в тибетском языке в чистом виде бывает вот причастный оборот, как у нас? Конечно. Все? Мы даже с вами проходили их, когда проходили три частицы П, П, П.
Сумхатте, помните? Мы говорили о том, что там можно приводить действия к частным оборотам, и он там вот прямо вот в чистом виде. Ну что ж, пойдем дальше. По большому счету наш текст уже почти что закончился. Ну давайте еще чуть-чуть. В прошлый раз мы остановились с вами на щена, да? Я напишу эту строчку, где у нас перечислялись эти замечательные частицы. Щище. Щело. Вот смотрите, из них вот эти вот мы прошли, у нас осталось сейчас только вот эта частица щик. Как вы помните, она пишется, как у нас уже говорилось в тексте, что она пишется после ма, на, ма, а, ра, ла и таме. Вот после вот этих вещей она у нас пишется. И здесь нам необходимо написать пару примеров, которые объясняют, что она, собственно, значит. И вот эти вот три частицы, я их напишу вместе, чтобы все-таки было чуть-чуть понятнее. Вот, то есть помните, я говорил, что они, значит, имеют одно и то же значение, то есть, в принципе, это, наверное, алломорфы, просто ставятся после других окончаний. То есть, вот это вот и вот это одно и то же, только ставится после других окончаний. Точно так же, как с другими частицами родительного падежа и других падежей, частицы, имеющие одно совершенно и то же значение, пишутся просто после других окончаний. Там дембов нужно, щена. Да, здесь дембов. И здесь вот он говорит, что есть несколько значений, в которых используется эта частица. Все написали? Ну и давайте рассмотрим пару примеров. То есть, когда у нас пишется это щит? И здесь он говорит в комментарии, что это у нас повеление и побуждение. Две области применения. И вот первое, это, например, это побуждение. То есть, используется как показатель, мы с вами его раньше писали, повелительного наклонения. Помните, мы писали эту частицу иногда для повелительной формы глагола. Как это переведется? Да. Даже, наверное, правильно было бы написать вот так, здесь ачун. Вот так вот, пюльщик. Хотя на самом деле здесь и так пишут. То есть можно и с ачунгом, можно и без. Вот мне привычно без ачунга писать. В комментарии он пишет с ачунгом. Хана пюльщик, то есть сделай подношение. То есть здесь, скорее всего, это повеление.
А есть также что-то типа просьбы или... А, посмотрите, у соседки. Такое своего рода пожелание. Как это переводится? Посмотрите. Давайте посмотрим слова, если есть незнакомые слова, и переведем. Пама, помним, кто такие? Родители. То есть па это отец, ма это мать, пама это родители. А дальше как вы разобьете? Паме это понятно. Дальше как будем дробить? Куце будем. Куце что это такое? Нет. Ку на самом деле здесь не столь важно, потому что ку это все у нас вот такая как бы приставка уважительная. Ку это значит тело, это уважительное от тела. Для того, чтобы образовать уважительное от какого-либо слова, очень часто просто представляется ку. То есть знаменательное слово у нас ц. А куце получается это уважительное от жизни. Паме куце, то есть долголетие или жизнь родителей. Рин как-то будет. Рин в данном случае ринщик, то есть рин у нас используется здесь как глагол. Я помните говорила, что у тибетцев, ну по предположению некоторых ученых, что они говорили о том, что многие прилагательные в тибетском происходят от глагола. Потому что вот по-русски это было бы куцей, ринщик невозможно будет сказать так. Нам надо сказать, пусть будет долгой. Это должна быть какая-то глагольная форма. А у них это вот куцей, римба. Римбо это длинный. Ринщик это пусть будет длинный. Пусть будет долгой. Паме куцей ринщик. Щик в данном случае это не может быть повелением, потому что здесь по большому счету некому повелевать. Но вот здесь он говорит поэтому, что это второе значение, в котором используется эта частица. Это своего рода пожелание. Давайте я напишу еще один пример. Написали вот этот? Я пишу еще один пример. Он такой несложный. И в принципе, наверное, вы легко с ним разберетесь. А теперь посмотрите. Есть здесь где-то ошибка? Как думаете? Вот этот куда у нас должно идти? Должна ли она здесь стоять? У нас после ла что пишется?
Нашли? Не чаще. Ща должна быть. То есть вот должно быть вот так. Почему? Потому что у нас здесь что стоит? Нашли это у себя в записях? Там написано «Цирче Шинсу Манама». Адан Рала Тамет Тар. Помните, мы писали? Потом Адам. Мы еще говорили, почему там Дам стоит. Адам. И дальше Ра-Ла. То есть и после Ра, и после Ла должна стоять Чик. У меня в комментарии написано Чик. Почему так, не знаю, потому что это же все-таки повелительное наклонение. Может быть, там стоит Да, которое мы не видим. Может, поэтому он написал Чик. Ну и давайте переведем. Смысл нам вроде бы с этой частицы уже ясен. Надо перевести только. Ха, мы знаем, что такое. И что это? Родный падеж. Значит, чем? Божеством. И какое это будет время? Как вы думаете, если Чик, если это повелительное наклонение? То есть в прошлом, наверное, здесь трудно будет как-то это сделать. Скорее всего, будущее или вот настоящее. Прямо вот сейчас. А в прошлом, я даже не знаю, как по-русски сказать. Хотя, наверное, как-то можно. Дальше что идет? Какое слово идет? Муджуб, что это такое? Как? Умение. Муджуб это ситхи. Ситхи это скорее какое-то достижение, не всегда это умение. Потому что если я вдруг обрету ситхи богатство и стану богатым, вряд ли это будет умение какое-то. Это скорее всего какое-то достижение. И происходит от санскритского глагола сидд, что значит достигать. Да, это, наверное, самый лучший перевод. Получается, ухайм, моджуб, а цель что это значит? Давайте посмотрим, что это значит. Мы его тоже, по-моему, писали. Мы его расписывали. У нас должен быть в таблице где-то, если есть таблица где-то. Давайте, или даровать здесь лучше. То есть, хай, муджуб, цольчик, какое получается значение? Какой смысл имеет это предложение? Что это значит? Пусть будут дарованы богами. Да, или божеством, или богами, и не пусть, скорее всего, это обращение, это повелительное наклонение божеству. Хай, муджуб, цольчик будет, пусть божество дарует. Что, ситхи? Это понятно, да? Вот щик это очень простая частица. И сейчас мы разберем третье значение у нее есть. Есть у нее третье значение. Мы напишем пару примеров, перейдем дальше. Ну давайте, сможете перевести странное предложение? Здесь оно имеет значение какого-то количества, то есть это как бы показатель единственного числа. Правда, не всегда это так, есть случаи, когда, сейчас мы рассмотрим. То есть вот это вот как бы показатель единственного числа. Чик это значит, как если бы мы писали числительное. Чик, вот этот показатель, это своего рода артикль, он пишется без га, и у него меняется корневая в зависимости от чего? От того, после чего. После какого суффикса он или постсуффикса стоит эта частица. Давайте проверим. Цё это что это такое? Если у нас стоит здесь чик, если это у нас артикль, то, соответственно, это должно быть какое-то существительное, наверное, скорее всего. Нет? Что это значит? Ц. Антилопа, да.
это дикая тибетская антилопа. В принципе, в Тибете, я так понимаю, осталось много животных, но вот это самое популярное. Это кям, дикий осел, и цо, это антилопа. Серьезно, они там бегают по просторам Тибета, их иногда видно из машины, из окна поезда. И дальше идет глагол, наверняка вам знакомый. Сразу посмотрите, какая это форма глагола, как вы думаете? Прошедшая форма глагола которого? Как у него будет настоящая форма? Кёп будет. А что значит кёп? Защищать, сохранять. То есть, или спасать можно иногда переводить. То есть, по-русски, наверное, лучше сказать спасать. И что же получается у нас? Да, кто-то, некто, я ли, он ли, ты ли, вы ли, кто-то спас антилопу. Точек кяп. То есть, а вот кто, это надо выяснять из контекста. Потому что так не понятно. А одну ли антилопу или много? Одну. Все, чик, слава богу, хотя бы это у нас понятно, что вот здесь стоит чик, то это говорится, это указывает на то, что антилопа была одна. То есть артикль ставится после слова? Да. Это такой язык. Здесь все у нас ставится после слова. У нас здесь нет ни одного предлога, по большому счету, у нас только после логи. Единственное, у нас иногда ставится показатель уважительного перед. Ну и то, это для тибетского прям из ряда вон выходящее. Ну потому что это уже получается одно слово на самом деле. Получается ти-чик-кяп. Но это удобно для забывчивых людей. Сперва говоришь что-то, ляпнул, а потом думаешь, одна или много. Ага, и ставишь. Все, написали? Вот с этим, по-моему, все легко, все понятно, да? То есть третья функция это чип, это выделение единственного числа. Показатель единственного числа. Почти что. А давайте вот так запишем теперь вот это, смотрите. Что это я пишу? Проверьте в своем словаре. Что это я написал? Что это такое? Кто это такая или кто это такой? Ты была такая одна знаменитая видение. Да что вы, а как это переведется теперь? Какая такая мать? Единственная мать. Вот она пишется, смотрите, существует два написания этого имени. Ма пишет и так, разницы никакой. То есть чик в любом случае у нас является, если даже это артикль, то у нас это все равно одна мать. Если пишем га, это получается числительное один мачик, то есть все равно получается единственная мать, мачик. А вот здесь, смотрите, лапот, это говорят, это такая область, где она родилась. Лапот это может быть глагол говорить, но в данном случае иногда пишут, смотрите, пишут иногда са, иногда без са. Тоже здесь и так пишут. И дальше Джон. Джон что такое? Светильник. То есть единственная мать светильник региона или области лап. Вот так ее назвали. И вот здесь, вот видите, чик. Очень странное имя на самом деле. Если переводить Всё? имена тибетских егинов, можно страннее встретить. Пруд лотосовой речи. Ну, я не знаю, даже это надо посмотреть. Надо будет посмотреть, как говорится. Все написали? Стираю. И здесь вот дальше он говорит, что все это отлично. Нам надо закончить сейчас с вами. Надо закончить с тем, после каких окончаний какие частицы пишутся. То есть со смыслом мы вроде разобрались? Так более-менее ясно нам стало, да? Я чувствую, ясно стало.
Но здесь вообще не должно быть ничего непонятного, не должно быть никаких для нас непонятных мест. Что здесь написано? В будущем нам надо такой экран купить, чтобы я писал, а здесь вот где-то раз такие есть сейчас, знаете, да? То есть пишешь, и одновременно видно на большом экране, что пишешь. Тогда вы будете писать вместе со мной. Я думаю, надо заморочиться и 1300 его купить. Ну, тогда уж лучше помещение собственное сразу сначала. Нет, начнем с малого. Напрасно. Ну, смотрите, что у нас, что это должно значить? Эти две строчки у нас. Что ставится частицы? Чео. Чем? Чао. Это уже итальянский. Чео, ченачи. То есть, что здесь говорится? Вот это как переводится? В конце каких букв? То есть К, К, Ва, И. Таджак, что это у нас? Да, вторая. Вторичная или постприписная? Да, у нас пишется что? Вот в конце или после них пишется что? Чин-че, чео, ченачик. С этим, по-моему, проблем не должно быть. Я не буду даже писать примеры. Понятно же все? Поехали дальше. Что у нас еще осталось, как думаете? Какая частица? Вот здесь обычно пишут «ба». В этом комментарии почему-то он написал «га». Это неправильно. Там должно быть «бесель», не «гсель». «Гсель» — это ясный, «бесель» — это устранять, не «ксель». Нет, «сель» — это устранять. В слове «миксель» «сель» — это устранить. И, соответственно, в словаре надо искать не «гсель», а «бесель». Не «гао саласель», а «бао саласель». А вот попробуйте, переведите, что здесь написано. Если вы не смотрели еще русский перевод, который у вас у всех есть, попробуйте здесь посмотреть, как это переведется.
Вот это вот понятно? Что это значит? Оканчивающиеся на са. Вы уверены? После са, в конце са. То есть в конце са, значит после са. Дальше посмотрите, вот это вместе, миксель. Нет. Нет. Дима, можно спросить? Чуть текст по-другому. Здесь должно быть вот другое значение. Exception. Exception должно быть значение. У вас щин, ще и топ. Нет, у меня не так. Я посмотрю в другом тексте. А чин отсутствует? Нет, у меня не так. Не буду писать класс. Не хочу. Миксель это исключение. У меня он пишет, что с ГАВ тоже исключение. Но вообще так не должно писаться. Исключение всегда пишется через Баус Адасель. Я считаю, что через Гаус Адасель это ошибка. А моток как переводится? Кроме. А ще это у нас была такая частица? Была уже ведь, да? И дальше тут щинщик, щео, щена, топ. Топ как здесь переведется в данном случае? Мы это проходили, у нас раз 20 уже был этот глагол. Ставить, да. Обычно это значение обретать, в данном случае ставить. И что получается, если вместе, давайте попробуем вместе соединим. Что получается? Слова мы все разобрали. Давайте их теперь свяжем. Опираясь на грамматику, попытаемся связать в какой-то единый, более-менее понятный текст. За исключением того, что после са ставится ше, Ще. да, ще, но в остальных случаях ставится то, что перечислено. Да, щинчик, щео, щенатов. То есть он говорит, что после са должны писаться вот эти вот частицы. Щин, щик, щео, щенатов. У нас выпала здесь одна частица, вот именно вот такая. Видите? И вот он говорит, что за исключением вот этого исключения, только вот кроме этого исключения, после са пишутся вот эти вот частицы, но вот вместо этой у нас всегда пишется ще. А как думаете, почему? Думаете? Только из-за произношения. Ну, набейте, вот это, вы же знаете эту частицу. Что это, вот это слово, что это за слово? Мы же его 100 тысяч раз уже писали. Как-то вам сегодня тяжело, я так смотрю, какой-то тяжелый день. Все так прям... Вообще-то знать. Знаю, да. Но вот почему никто его не знает. Вот этот вот глагол «знать», если его писать после «са», он хочет сказать, что можно спутать иногда. То есть не всегда ясно будет. Это глагол «знать», то есть можно запутаться. Это глагол «знать» или частица. Поэтому он говорит, после «са» надо писать вот это вот «ще». А это что это у нас? Щин. Это и частица щин, а также это что еще? Какое может быть слово? Я уже окно открыл, я могу второе открыть. Вы сейчас попадаем, я себя чувствую. Дерево, да. Вот дерево его не беспокоит. Дерево не... А щик что значит? Один значит, а другой есть слово щик. Вот посмотрите, что значит слово щик. Сейчас мы узнаем, знает ли это слово на английском все. Ух ты, как ты такой словарь поставил?
Ну и что это? Вот это что это значит? Второе. Это третье слово. Что это значит? Лаус это... Вош. Нет, это не вош, это блоха, наверное. Сейчас, минуточку. Минуточку. Есть два слова, это разные вещи. Есть блоха, в словарях часто путают. Есть блоха, а есть вош. Знаете, чем отличается блоха от... Знаете, да? Просто если присматриваться, то блохи прыгают, а вши нет. Так вот, щик, если не ошибаюсь, это у нас все-таки блоха. А вот вош я сейчас не вспомню, как она по-тибетски. Может, мы без нее переживем? Нет, что вы. Ну, говорят, блохи на человеке долго не живут. У человека слишком соленая кровь, и блохи, да, они поживут, покусают и спрыгивают. Ищут себе другого носителя. А вот с овшами все хорошо. Так вот, щик это, по-моему, блоха. Так вот, может быть вош. По большому счету не важно. Здесь вот видите, то есть дерево его не волнует, вши его тоже не волнует. А вот знать его волнует. И вот он говорит, что вот это исключение делается только для ще. То есть после са вместо ще пишется ще. Это понятно? Вот видите, как, смотрите, мы с вами разобрали. Чуть не уснули, правда, в процессе, но разобрали. Я, наверное, вас снимать буду. Вот эти подавленные зевки. Сегодня такой был тяжелый день рабочий, да? Сегодня вообще не было вообще-то. Замечательный, свободный. Пятница, я Ничего понимаю, не пятница, удалось. да, это страшно. Я стираю, все, мы записали. Не буду вас долго сегодня мучить. всё, Вообще, вот на этот полчаса. моток, он сложный, как к нему надо еще На привыкнуть. полчаса. С мотоком вообще, я рассказывал вам эту историю, но я думаю, что никто не помнит. Была у нас... Знаете, вы очень плодородная аудитория, такая, знаете, такая хорошо приемлющая. То есть я рассказываю что-то, вы тут же забываете, я рассказываю снова эту историю, и она проходит на ура, как будто новая. Знаете, это очень приятно. Я думаю, что любой артист, он бы отдал, наверное, все свои деньги, чтобы у него была такая аудитория. То есть ты приходишь, рассказываешь что-то, но завтра приходишь и скажешь то же самое, и реакция та же самая. Вау. Это склероз. Это склероз. Когда я первый раз увидела фразу, сейчас я стараюсь воспроизвести, «Камбадила токце сумма токме», я долго думала, что это Так означает. вот, девочка у нас, она тибетянка, она пыталась написать в объявлении, что за исключением тибетских танцев и песен, иностранные западные танцы и песни сегодня там была вечеринка, петь и танцевать нельзя было. И вот она думала, куда вставить этот моток, и получилось наоборот. То есть за исключением западных танцев и песен тибетских, и ее потом долго, конечно, из-за этого троллили, прям вы не представляете себе. Это жестокое закрытое общество нашего университета. Это нечто. Помнят поколениями. И теперь смотрите, давайте пишем дальше. Сейчас мы остановимся уже и... попишем чего-нибудь хорошего. А то я чувствую... Так, минуточку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. У нас с вами 7 строчек. Или продолжим? Хорошее начало. Должен. 7 строчек. Должны. Так, мы не написали примеров к предыдущему. Ну, сейчас напишем. Подождите, давайте уже допишем уже. Это очень осмысленное предложение, поэтому я доверю вам его полностью привести. Единственное, подскажу вам, что первое слово надо будет искать вот так вот. А вот это вот заимствованное из санскрита слово. Я сейчас вернусь и объясню, как оно звучит на санскрите.
Написали? Давайте посмотрим, что у нас получается. Наверное, какие-то слова, наверное, даже перевели. Ункян как у нас переводится? Что получается? Ункян. Однако, что? Тем не менее. Качик это как у нас переведется? Да, качик это некто. Некто. Качик. Есть такое санскритское слово кашчит. Вот говорят, что качик это заимствование из санскрита. Было такое санскритское слово с тем же самым значением кашчит, некто. Дальше хенчик как переводится? Вместе с чик. Вместе. В смысле вместе с чик? Ага. Вместе. На самом деле ильхем тоже имеет отдельное значение, но нам здесь надо, чтобы это было часть слова. Он говорит, однако же, такие слова, как качик, то есть некто, хенчик, вместе, а сок что такое? И так далее. То есть что он этим хочет сказать? Вам не холодно? Холодно, я прикрою. Ну вот, зато проснулись, я смотрю. Кстати, вот мы с вами уже приблизили к тому моменту, когда я начинаю аудиторию спрашивать, слушайте, а я не рассказывал вам такую историю? Потому что они повторяются же все время. Я же не могу все время откуда-то придумать новые истории в таких количествах. Никто уже рассказывал исторические анекдоты. Да, так вот, у нас был случай, один из преподавателей санскрита, он говорил, что вот с утра, когда заучиваешь текст, если тебе вдруг захотелось спать и совершенно невозможно удержаться, надо с собой класть немножко, как это называется-то, коровьего помета. Вот кладешь чуть-чуть, свежего главное, и если хочешь спать, то ешь его. И вот по чуть-чуть, да, и он говорит, и как только его чуть-чуть съедаешь, то сразу же пропадает всякий сон. То есть на самом деле для индусов корова это такая прям матушка, то есть для них это самое священное животное, и она сама по себе, корова, очистительное животное или очищающее животное. И все те продукты, которые она производит, будь то моча или помет, или молоко и так далее, производные молока, они все являются очистительными, да, то есть они очищают. Поэтому он на полном серьезе говорил, что вот с утра, когда сидишь, а осень там в Индии холодно довольно, в этих туманах надо заучивать чего-то. Он говорил, да, вот кладешь немножко помета и как что, так сразу берешь и ешь чуть-чуть. Я просто в качестве наказания просто. Нет, это не наказание, это просто такой метод. Браманы, они считают, что корова это самое чистое животное. Более того, есть такое гулока, есть такая чистая земля, где там рождается эта корова. Ну, неважно, то есть к тому, что когда хочется спать, надо с собой что-то делать, чтобы не хотелось спать, поэтому открыл окно. Вот связал все воедино. И вот он говорит, что есть несколько слов и так далее. То есть на качик или хинчик это все не заканчивается. И что же они? Минь это что у нас? Имя. Минги, ча, что это такое? Часть. А какое другое значение у нас еще было у ча? Пара. Здесь это не пара, это часть. Минги, чадам. Ма это что это у нас? Отрицание. Это может быть мать, может быть все что угодно, но здесь это отрицание. А нор? Ошибка. Манор? Че как переводится? Почему не важно? Важно. Важно, не важно. А все. Ошибка не важна. Ладно тебя. Ну что ты в самом деле? Важно, не важно. Я помню, разбирал как-то текст, смотрю две редакции. И в одной там тоже вот так вот стоит ма, в другом ма не стоит, смысл у всех тот же самый. Вот я чувствую, Оля, вот такие вот, как ты и писали эти тексты. Так что это получается? То есть, однако же, вот эти вот слова и так далее. Минги чадам манурче, как это перейдется? Че это значит? Важно. Манор. Не ошибаться, или в данном случае лучше перевести на русский как не путать. Ну что это чик здесь часть слова, часть С частями имени. То есть здесь вот чик и чик не имеет, он хочет сказать, то есть является частью слова, не отделяется от него. Хотя на самом деле первоначально, скорее всего, это тоже было то самое числительное,
та самая частица, о которой мы говорим. Впоследствии они стали уже частью слова, а первоначально, видимо, написали? А какие вы еще знаете слова? Не знаете, наверное, да? Если не знаете, будем писать. Напишем пару? Давайте. Вот это вот у нас что это? Язык, речь, звук. А вот это что это? Что? Миг, мгновение. То есть вот этот вот один звук, он хочет сказать. То есть вот это мгновение, кичик. Но здесь это уже стало частью слова. Мгновение. То есть это и не голос, и не один. Видите, это нечто другое. Не звук и не один. То есть прошлое предложение можно было перевести как «однако важно не путать с частями слов», например, «некто», «вместе» и прочее. Ну, не знаю, там мим написано, можно и сказать и имен. Ну, как хотите, можно и слов. Дальше он говорит, что есть вот такое вот слово. Посмотрите по словарю. Один раз. Лен – это вообще раз. В текстах очень часто пишут. Лен сум, например. Произнесите 3 раза, да. Ленчик – это, соответственно, один раз. Это вот однажды, одиножды, не однажды. Однажды – это по времени. Одиножды, то есть один раз, единожды. Также вот здесь в словаре он дает значение как момент, один день, однажды. То есть не только единожды, но и однажды тоже имеет значение. Сережа, какой вы? Что же вы не слышите там? А посмотрите, вот это, что это такое? Проверьте по словарю. То есть здесь, видите, здесь, во-первых, почти что всегда стоит, смотрите, почти всегда стоит чик. Но не всегда, это вот сейчас я пишу просто примеры на чик. Здесь вот посмотрите, здесь у нас правильно чик стоит, а здесь у нас чик должен стоять, если бы это была частица. Должно быть Ща должна быть. А здесь стоит. А здесь? Ща должна быть. Высокая или низкая? Я не слышал разницы между вами. И заработал мозг. Давайте. Высокая или низкая? Какая ставится у нас? После «са» высокая. Высокая. Ура. Чик. Здесь, видите, опять чик стоит. А чапчик как переводится? Вместе. Вместе. Чапчик. Есть в сутра такое. Будда та-та-та-та тапчик тут. Чапчик тут шусо. Чапчик тут это значит вместе пребывал. То есть вот Бхагаван, Будда пребывал с Самхой Архатов и так далее, вместе. Вот здесь вот чапчик было, использует это слово. Что он еще здесь говорит? Ну вот здесь вот есть несколько спорных слов. Ну давайте напишем, он пишет их у себя. Тапчик. Как это переводится? Да, вместе тоже. Тапчик. А вот это как переведется? Первое слово вы должны знать.
Как? Капчик нет. Кап это что это у нас? Как переводится? Это у нас был случай, а также имеет значение кап как время. Капчик это вот однажды. И есть значение скоро, да, но вот капчик это скорее больше это как однажды. Но в словаре он дает и значение скоро. Капчик. Все написали? Давайте еще пару строчек и на сегодня закончим. С этим вроде бы все понятно. Трудностей нет. Это частью слова является? Или вообще? Чип. Ну, части слова, да. Я имею в виду, что вот с этим вот нет трудностей. Все понятно здесь, да? Все? Стираю. Новая строка из текста. Но здесь я объясню, здесь так, наверное, самим будет трудно перевести, хотя может быть и нет. Этот источник есть? Есть. Конечно, я все из текста пишу. А какая это строка? Я не помню по номеру. Вот это первое. Я не знаю, какая это у вас строка. Вот. Написали? Я это буду объяснять, потому что трудно иначе будет. Кямба, как у нас переведется? Вот это должны вы постараться найти, это легко. Один. То есть один в данном случае это у нас про слог. Слог у нас один когда? Здесь он хочет сказать, что когда у слога нет не предписной, не приписной, это кямба. Вот он одиночный корневой. Дальше. Фюль это здесь предписная. Да, предписная. Сколько у нас предписных? 5. Какие? Катавама Аннунджук. Вот 5 предписных. Здесь он дальше, смотрите, та это окончание у нас здесь. Окончание какое? А. А вот это как переводится? Ну, если не знаем, значит словарь.
Должен, нужно здесь. Не должен, здесь нужно. Го переводится и нужно, и должен. Здесь это нужно. То есть, что он говорит? Кямба пюля ата го. То есть, если у нас есть какой-то одиночная корневая с предписной, то должна быть у нее в конце а. Сейчас мы это с вами разберем. Если у вас есть одиночная Вот смотрите, вот это что это у нас? А вот это, значит, у нее должна быть. А переводится как? Смотрим словарь, если не знаем. Что вот это вот уже должен быть у нас рефлекс с вами. Если я смотрю тибетский текст и не знаю какое-то слово, я сразу что делаю? Сразу сажусь и жду, когда его переведут. Герой. А если вот так? Героиня. А вот если нет ни одного окончания, там же нет рода. Вот тибетцам было легко, они говорят па. И неважно, мужчина, женщина, у них сразу складывается какое-то. Так вот, кямбапфиля атагос. Это первый у нас, первая строка у нас ушла. Смысл понятен, да? Дальше, то есть мы не можем написать вот так вот. Дпа. Нам нужно обязательно написать окончание А. А дальше, смотрите, гук это согнутый. Какие у нас бывают... Сейчас он имеет дело, то есть он сейчас говорит о гласных. Какие у нас гласные бывают согнутые? Или лучше сказать загнутые, зогнутые. Гигу и шапкю. Вот под гу он имеет в виду гигу и шапкю. Вот эти две. Дальше у нас идет ке. Ке это значит поднятый. То есть вот под ке он обычно подразумевает здесь, вот под этими двумя подразумевается, смотрите, они сверху пишутся, видите? Джимбу и наро. То есть вот с этими понятно, да? Дальше цек. Посмотрите, что значит цек в словаре? Нет, точка пишется по-другому. Что это значит? Поднятый или надстроенный, или поставленный один над другим. Надписные. То есть, а сколько у нас надписных? 3. 3 какие? Ранго, санго и ланго. Вот они пишут вот так, смотрите. Го это голова, вот это дает назализацию, это ранго, санго и ланго. Вот эти вот 3. Если, то есть, он сейчас описывает ситуацию, когда противоположные от первой строки. В первой строке у нас что говорится? Нет, это условие. Что ставится при этих условиях? А. Во втором он описывает противоположный случай. То есть что? Когда что есть? Нет, он уже описал, когда есть окончание случая. Когда она не ставится. И вот он описывает, в каких случаях она не ставится. То есть, если у нас вот кямба пюля, то А ставится. А если у нас есть, то есть, ну я не знаю, согнутые пусть будет, И У. Если у нас есть, так сказать, возведенное, то есть, пишущиеся вверху, и О. А также, если у нас есть цек, то есть, те, которые стоят сверху, надписные, то есть, их может быть 3, ранго, санго и ланго. Дальше, до как переводится? Ну, естественно, это подвесные. А как это переводится вообще? Какое значение имеет? И заодно сразу посмотрите прошедшую форму этого глагола, вам все станет ясно, я надеюсь. Да, это подвешенные. Или так еще может означать, иметь значение означать привязанные. То есть
подвешенные снизу или привязанные. Вот это вот настоящая форма, а мы с вами писали прошедшую. Вот смотрите, вот это вот мы с вами писали, видите? Форму прошедшую, вот, видите? Вот так вот мы писали, когда мы говорили рата, ята, васур, помните, у нас тоже была? Подписная ва у нас была. Что я сказал? Рата, ята, васур, а чего я еще не сказал? Что я пропустил? Ята уже было у нас. Рата у нас было уже. Васур был. Что еще не хватает? Лата. Лата. То есть вот если есть чен, то есть это значит обладающие. То есть если вот они такие, обладающие этими качествами или этими элементами, то что? Вот у них, видите, ла на это указывает. И дальше идет глагол пам. Что это значит пам? Отвергать. А еще какие значения? Ну-ка покажите. Take away, remove. Вот здесь remove можно хорошо использовать. Remove это вот устранять. То есть она отбрасывается, устраняется, не используется. Понятно? То есть что он говорит? Если у нас только корневая с предписной, обязательно надо ставить а. Например, вот такие примеры, как помо или паво. Сейчас мы будем пример разбирать. В случае же, если у нас есть надписная или огласовки и или у, огласовки или о, надписные или подписные, то что? Она отбрасывается, оставляется, устраняется, не нужна она. Два случая, когда пишется она и не пишется. С этим все понятно? Потому что сейчас мы будем разбирать примеры, я сотру все, что я написал. Я надеюсь, это понятно. Зачем он написал это правило, как вы думаете? Это вот результат одной из реформ тибетского языка. Дело в том, что а писалось всегда, когда не было после корневой, когда не было написано, когда после нее не шла не приписная, не постприписная. Ну, естественно, если нет приписной, то постприписной быть вообще не может. То есть после любого корня, неважно, что там писалось, она писалась. То есть, ну сейчас я напишу. Все, написали, я сотру. То есть он пишет это для того, чтобы... Давайте вот напишем вот это слово и посмотрим, что оно значит. Что оно значит? Термин. Термин, а еще какие значения имеет? Да. Символ. И так далее. То есть, смотрите, здесь у нас что есть? Надписная. С надписной у нас А может писаться или нет? Нет. Посмотрите, в старых текстах, может кто увидит, очень часто вот так пишется. А ее быть не должно сейчас. То есть, раньше она писалась, это было нормально. И потом провели реформу и решили, что она здесь не нужна. Ее перестали писать. И поэтому появилось это правило, где он говорит, что если у нас есть, смотрите, если у нас есть без ничего, вот поэтому она кямба. У нее нет ни надписных, ни подписных, ни гласных огласовок, ничего. Поэтому она одиночная. Перед ней, если есть какая-то предписная, то обязательно должна писаться А. Это понятно? Вот это что это значит у нас? Стрела. Здесь видите? Да, должно писаться. А вот это, посмотрите, это слово, которое мы не написали, а могли бы написать. Посмотрите словаре, что оно значит. Кашиф, да, несколько, некоторые, некто. Много значений имеет кашиф. И вот здесь вот смотрите у нас кямба. Нет ничего, видите? Перед ней есть предписная. Есть. Значит, здесь пишется
Но другой случай, смотрите. Посмотрите, что значит это. Только лишь башик. Есть надписная, приписная? Нету. Огласовки есть? Нету. Есть предписная? Есть. Значит, пишем А. И таких слов может быть неимоверное количество. Я не буду все это сейчас писать. Вот смотрите, га, например. Что это значит? Радость, счастье и так далее. То есть, видите, может быть их безумное множество. Давайте сейчас мы напишем противоположные примеры. То есть это примеры, когда она нужна. Давайте напишем примеры, когда она не нужна. Написали? Стираю. Давайте напишем примеры, когда она не нужна, и на этом сегодня закончим. Ну вот он здесь дает, например, такой пример. Смотрите. Почему мы не пишем здесь А? Огласовка. А что значит слово? И как оно читается? В каком тоне читается? Я вас спрашиваю. Значит, ну естественно, в низком, то высоком. А объясните, почему в высоком? Предписная, потому что, ну а что же вы мне тогда говорите? И читается, и. Что значит и? Как? Рысь, да, это лэнс. Это рысь. Здесь почему не пишется? Это огласовка? Потому что васур. Да, потому что у нас есть васур. А как переводится? А мне интересно, что у вас там в словаре сейчас? Отлично. Гапа это вообще несколько значений имеет. Одно из значений гапа это вот у лошадки здесь бывает такая белая полосочка. Это называется гапа. Звездочка это когда во лбу просто пятнышко, а вот когда вот такая длинная, такая полосочка, это гапа. Более того, если не ошибаюсь, гапа это также проплешина, которая начинается с лба у мужчин, это тоже гапа. То есть гапа это плешивый, у кого плешь начинается с лба, а не с затылка. Такое слово, перевод которого нужно нарисовать. Ну просто чтобы было доходчивее. Когда оно требуется? Потому что вряд ли мы с вами будем переводить о том, что вот пришел конь гапастый. А на самом деле приходится иногда. У хаягривы есть на голове конские головы. Какого они цвета? Так, не буду мучить, зеленые они. Есть изображение, где одна голова, есть где три головы. Три головы. В любом случае, все они, у них есть белая полосочка. То есть у них уши торчком, красная грива, белая полосочка, все остальное нам не нужно, вот белая полосочка есть. Ну и напишем еще одну замечательную. Что это у нас? Юмо. Посмотрите у тебя в словарях. Я тоже посмотрю, мне интересно, что словарь скажет. Эх, черт, мне интересно. Да, безрогая. А как это будет по-русски по-другому, безрогая? Камолая. Так вот это вот камолая корова или безрогие козы и бараны. Или место в Тибете. Есть такое место в Тибете, был оттуда известный Микедурджи, Юмова Микедурджи. Один из родоначальников воззрения Шинтон, пустоты другого, вот был Юмова Микедурджи. На это повлияли безрогие коровы? Конечно. Да, Только то, что он видел постоянно безрогих коров, заставило его принять это воззрение Шинтон.
Все? Написали? Вот до Камола и коровы мы сегодня с вами разошлись. А знаете, чем хороши безрогие коровы? Они не бодаются. Они бодаются, но не пропарывают. Может понять тот, кто бежал. Нет, домашнее задание у нас Я будет бежала. позже. Наверное, скорее всего, Совершенно. завтра. Да, опять на почте. Спасибо вам большое, что вы сегодня пришли. Давайте сделаем посвящение заслуг. И пойдемте уже по домам. Попало дело. Чанчо сенчо ринпоче, маче вана кинджоче, чаваня баме баян, гоне гондо певаш. Тони тава ринпоче, мато вана тогоче, тованя баме баян, гоне гондо певаш. Ане рабе курбе шинкансу, пенданде вамане чубене, чене севанде бекатсу, шабе сиде бадо тенгюэче. Chamba Baba Chita Kempada, Kundo Zambo, Deyan Deshinde, Deda Kunge Jasa Daloj, Geva Dida Yuratu, Moedu Soja Bagava Danjiki, Amova Gana Choto, Dege Gebe Zawa Dikunga, Zambo Jochirato, Varagia, Monalo Gebe Tempa, Kuvena Josu Josu Mendea, Sanjurge Bejuva Maluba, Josu Zene, Josu Dembe, Zene Chugurchika. Почему вы не читаете никак? А вы читаете как-то не совсем с этой бумажкой, что подавали. Да. Слушайте, я пришлю вам сегодня еще одну бумажку. Давайте уже вместе все читать. Но мы все-таки, Вообще-то весь список, мы все-таки секта с вами. Как-то у нас не производим впечатление секты. Уж давайте, уже год мы с вами здесь занимаемся сектантством, а все еще не поем все вместе. Давайте уберем стулья, пожалуйста. А то бывает случай.